Здравствуйте, дорогие телезрители! И вновь передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. Сегодня мне помогает в студии руководитель клиентской службы Козлова Татьяна Александровна. С 1 января 2019 года в пенсионное законодательство внесены определенные изменения, и у нас появилась новая категория граждане предпенсионного возраста или предпенсионеры, как их просто называем в быту. Вот кто это, что это за категория, нам сейчас пояснит Татьяна Александровна. Пожалуйста. Здравствуйте. Начиная с 1 января 2019 года гражданам за 5 лет до наступления общеустановленного пенсионного возраста, то есть предпенсионерам, установлен целый ряд льгот и мер социальной поддержки. В 2019 году к данной категории относятся у нас женщины, начиная с 51 года, и мужчины, начиная с возраста 56 лет. За подтверждением статуса предпенсионера у нас в пенсионный фонд обращаются центры занятости, работодатели и непосредственно сами граждане. Начиная с 1 января 2019 года от центров занятости Чувашской республики поступило более 500 запросов по каналам связи на 1650 человек. Данной категории граждан, начиная с января 2019 года, пособие по безработице выплачивается в повышенном размере. От работодателей по каналам связи поступило 40 электронных запросов на 600 человек для оплаты дней прохождения диспансеризации. В управлении пенсионного фонда в городе Канаш обратилось 8 человек для подтверждения статуса предпенсионера. Также хочется отметить, что такие справки у нас граждане могут получить через сайт пенсионного фонда, через свой личный кабинет. Данная справка у нас формируется в виде документа, подписанного электронно-цифровой подписью. Спасибо, Татьяна Александровна. Вот с 1 января у нас 2019 года для назначения пенсии по старости у нас возраст поменялся. А изменилось ли что-то для назначения накопительной части пенсии? По накопительной пенсии у нас изменений не было. Возраст, когда человек может обратиться за накопительной пенсией, остался прежним. Женщина 55 лет, мужчина 60 лет. То есть пенсию за счет средств пенсионных накоплений по достижении, как было раньше, 55 лет женщине, 60 лет мужчине, уже можно будет назначать, а пенсию, страховую пенсию по старости будем назначать на полгода позже. На полгода позже. Спасибо. Согласно пенсионного законодательства, доставка пенсии может производиться через организацию почтовой связи, через кредитные учреждения или через альтернативную службу доставки. На сегодняшний день более 10 тысяч пенсионеров в городе Канаш получают пенсию на банковские вклады, в том числе и на карты. 27 июля 2011 года был принят 161 федеральный закон о национальной платежной системе. Согласно этого закона, с 1 января 2017 года все выплаты, которые производятся за счет бюджетных средств, это заработная плата бюджетникам, в том числе пенсия и социальные выплаты, перечисляются на национальную карту нашей платежной системы МИР. Если пенсионеры имеют карты или получают пенсию на другие карты платежной системы, это как MasterCard, Visa, и хотят сейчас перевести пенсию на карту МИР, то кредитные учреждения не меняют счета, а просто заменяют банковскую карту на нашу платежную систему «Карта МИР». В этом случае заявление об изменении счета в пенсионный фонд на доставку пенсии писать не нужно, потому что кредитное учреждение счет оставляет прежний. Если пенсионер желает оставить себе карту другой платежной системы, как я уже говорила, Visa или MasterCard, и хочет выпустить карту МИР, в этом случае в обязательном порядке нужно будет написать заявление, подать заявление в пенсионный фонд на доставку пенсии на карту МИР. Это можно сделать как в управлении пенсионного фонда, через сайт, через портал госуслуг, на сайте пенсионного фонда и через МФЦ.
Переход на карту МИР завершится 1 января 2020 года. Завершается учебный год, наступают летние каникулы. В период летних каникул много студенческой молодежи и школьников поступают на работу, чтобы как-то подзаработать немного денег. В связи с этим каждому поступающему на работу необходимо иметь СНИЛС. СНИЛС можно получить как через работодателя, так и в управлении пенсионного фонда. Если школьник или студент обращается за получением СНИЛСа в управление пенсионного фонда, СНИЛС выдается моментально здесь же. Если обращается через МФЦ, документ будет выдан по истечении 5 дней в МФЦ. СНИЛС можно получить также через личный кабинет гражданина, ну и, как я уже сказала, через работодателя. Хочу отметить, что в ближайшее время СНИЛС будет выдаваться либо в электронном виде, либо на бумажном носителе в виде справки. СНИЛС работающим необходим для того, чтобы работодатель своевременно представил отчетность в пенсионный фонд по заработной плате, по доходам, по перечисленным страховым взносам. То есть, трудоустраиваясь даже временно на период каникул, молодежь себе зарабатывает стаж и баллы для будущей пенсии. Все мы с вами знаем о персональных данных и что разглашение персональных данных недопустимо. Поэтому возникают спорные моменты, когда пенсионер звонит или застрахованный гражданин звонит по телефону в пенсионный фонд и хочет узнать что-то непосредственно о размере своей пенсии, об остатках средств материнского капитала. Специалисты пенсионного фонда такую информацию по телефону дать не могут, потому что мы не можем определить личность звонившего. В настоящее время сотрудники пенсионного фонда начали представлять телефонные консультации по кодовому слову. Для этого застрахованное лицо или гражданин должен подать заявление в пенсионный фонд и указать кодовое слово. Кодовое слово гражданин определяет сам. Оно может содержать до 20 символов и должно быть указано в заявлении. Написав такое заявление, в последующем гражданин может позвонить в контакт-центр по телефону 64 91 14, сообщить необходимые данные, то есть фамилия, имя, отчество, назвать данные своего паспорта, назвать кодовое слово, и по кодовому слову, и по паспортным данным специалист все это, естественно, проверит в той базе, которую ведет на сегодняшний день Пенсионный фонд Российской Федерации, и гражданину будет предоставлена вся необходимая информация по персональным данным. Дорогие телезрители, на сегодня все. Вопросы исчерпаны, о которых мы хотели поговорить. Ждем ваших вопросов на телефон 2 18 54. Всего доброго.